О самых заметных событиях среды 7 июня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Республика движется в правильном направлении. На встрече с редакторами СМИ А.С. Николаев обсудил итоги пятилетнего управления, а также дальнейшие планы. Строительство Жатайской судоверфи продолжается, но затягивается. На каком этапе работы сейчас и когда планируют их завершить? На каскаде Вилюйских ГЭС ведут плановые ремонтные работы. Сегодня начались судоходные попуски из Вилюйского водохранилища. Расскажем подробности. Будущее алмазной компании. Более 20 студентов Мирнинского политеха и регионального технического колледжа совмещают учебу с работой в Алроса. Чтобы узнать свою родословную, не обязательно идти в нацархив. Достаточно зайти на сайт. Якутяне на мастер-классе узнали, как составить свое генеалогическое древо. На встрече с редакторами средств массовой информации А.С. Николаев обсудил итоги пятилетнего управления, а также дальнейшие планы. Глава региона отметил, что политика поддержки семей и детства будет продолжаться. Руководство республики продумывает новые меры поддержки, предложений очень много. С 2021 года в 1,5 раза увеличено финансирование программ, направленных на семью и детство. И не только за счет федерального, но и регионального бюджетов. Например, введен капитал «Дети столетия». И это дает результаты. Вы знаете, я сам был удивлен, я даже не про 22 год, я про 23. Я вот смотрел все цифры. У нас, я вот сегодня впервые это могу здесь официально сказать, у нас на 1 апреля этого года число жителей республики 999 100 человек. То есть мы реально уже почти подошли к миллиону жителей. У нас детей за первый квартал родилось больше, чем за первый квартал прошлого года. Обсудили на встрече актуальную для Якутии тему лесных пожаров. Глава заявил, что республика готова встретить пожароопасный сезон. Все силы развернуты, обнаруженные с начала сезона лесные и ландшафтные пожары оперативно тушат. Также А.С. Николаев отметил, что президент оказывает всю необходимую поддержку. Финансирование по сравнению с 2021 годом кратно увеличено и сохраняется. Кроме того, постепенно уменьшается зона контроля, что позволяет увеличивать зону обслуживания пожаров, то есть их обязательного тушения. Конечно, благодаря решению президента, я как раз и благодарил его за это, в 2021 году, после вот этих тяжелейших пожаров лета 2021, финансирование было кратно увеличено, с федерального бюджета мы тоже серьезно увеличились. И сейчас дополнительные силы развиты. Но при этом я и президенту про это сказал, что на 23 год по сравнению с 22 годом у нас финансирование не увеличилось. У нас осталось на том же уровне федеральное, республиканское мы все равно чуть-чуть увеличили, ну не чуть-чуть, на 70 с лишним миллионов увеличили. Вот. А при этом зона контроля у нас уменьшается каждый год. То есть зона обслуживания, зона, где мы обязательно тушим пожары, увеличиваем. Завершением ледохода в республике традиционно начинается сезон навигации. В Якутске на оперштабе обсудили навигацию в этом году. Традиционные перевозки стартуют на малых реках Амге, Яне и Вилюе. В этом году план грузоперевозок несколько выше, чем в предыдущем году. 1 273 000 тонн необходимых грузов. Впрочем, как сообщили в оперштабе, на сегодняшний день сохраняется благоприятная обстановка для работы речников. При начале навигационной работы есть несколько таких, скажем, моментов, на которых стоит обратить внимание. Это работа наших промышленников, в частности, разреза Джибари-Кихая, где у нас стоит простой судов из-за отсутствия загрузки угля. И также есть у нас по линии железных дорог. Мы это будем сейчас делать нагонный график для того, чтобы успеть завести все в срок. Строительство Жатайской судоверфи продолжается. Реконструкция предприятия должна была завершиться в конце 2021 года, но сроки пришлось неоднократно сдвигать. Напомним, в апреле глава республики поручил решить вопросы, связанные с удорожанием строительства совместно с профильными федеральными ведомствами. Как сейчас идут работы на объекте, расскажет Надежда Саханская.
Создание современного речного флота – вот что обеспечит грузоперевозки в Ленском бассейне, арктической зоне нашей республики и, конечно, Северному морскому пути. С этой задачей должна справиться Жатайская судоверфь, строительство которой продолжается по сей день. По плану здесь должны не только строиться, но также ремонтироваться и утилизироваться суда. Когда все это начнется, неизвестно, как, в общем-то, и сроки завершения строительных работ на объекте. Строительство Жатайской судоверфи стартовало еще в далеком по нынешним меркам 2019 году. Тогда была установлена первая свая. Как гарантировал подрядчик, все работы должны были завершиться еще в декабре 2021 года. Уже тогда объект получил федеральное финансирование в объеме около 4 миллиардов рублей. Вопрос строительства объекта по-прежнему находится на особом контроле правительства региона. Судоверфь по плану строится в 2 этапа. Сейчас ее готовность составляет более 60%. Сегодня есть вопросы по удорожанию объекта. Напомню, что строительство и контракт реализуется в ценах еще 2018 года. И, соответственно, есть определенное удорожание. Мы имеем подтвержденное заключение главной госэкспертизы. И сегодня эти вопросы ставятся перед федеральными ведомствами для того, чтобы покрыть недостающую часть строительства. Напомним, судоверфь строится в рамках государственной программы развития судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений. Как заверяет подрядчик, производственный комплекс должен быть введен в эксплуатацию уже в этом году. Сроки тормозят сразу несколько факторов. Один из основных – нехватка профильных специалистов. Локация делает свое дело, создает свои трудности. В центральной части, конечно, намного попроще со специалистами, тем более с узкими специалистами, которые нам здесь требуются. Это геодезисты, это сварщики, это электрики, это альпинисты. Вот с такими сложностями мы здесь сталкиваемся в связи с тем, что и далеко, и природные свои эти вещи, то есть по климату свое дело делают. Без особой охоты сюда люди едут с центральной России. Местные специалисты в большинстве своем заняты, потому что в регионе очень много строительства. Следует отметить, что строительство Жатайской судоверфи – один из важных процессов модернизации экономики региона. Мастер-план Якутска включает в себя данный объект. Проектная мощность судоверфи должна обеспечивать судами потребности арктического завоза, особенно учитывая, что сейчас средний возраст судов Ленского бассейна составляет почти 50 лет при нормативе эксплуатации в 25. Это в первую очередь новые современные суда река-море, который будет производиться на нашей судоверфи. Мы буквально недавно испытывали слип, который нам перешел от Лорпа. И он успешно выдержал грузоподъемность 4000 тонн. Это хороший показатель. Тем не менее, строительные работы на объекте продолжаются по сей день. Проект реновации важен как для республики, так и для развития судоходства на востоке арктической зоны России. По итогам реализации проекта Жатайская судоверфь будет способна производить порядка 10 речных и морских судов в год, что позволит закрыть потребности перевозчиков, оперирующих на северных реках – Лени, Яне и Колыме, а также в акватории Северного морского пути. Надежда Саханская, Семен Семенов, Жатай. На каскаде Вилюйских ГЭС ведут плановые ремонтные работы. Сегодня по решению Ленского бассейнового водного управления начались судоходные попуски из Вилюйского водохранилища. Подробности у нашего корреспондента Анны Васильевой. Каскад Вилюйских ГЭС – основной источник электроснабжения Западной Якутии, состоит из Вилюйской ГЭС-1 и ГЭС-2. Установленная мощность гидроэлектростанции 680 мегаватт. Среднегодовая выработка электроэнергии 2 миллиарда киловатт-часов. В настоящее время на каскаде Вилюйских ГЭС ведется капитальный ремонт гидроагрегата номер 4. Как раз он был пущен в 1967 году. Будет произведен полностью ремонт рабочего колеса, узлов турбины, мехчасти генератора, электрической части ротора, статора, ну и всех узлов АКЗ металлоизделий.
12 мая на Каскаде был открыт сегментный затвор для сбора воды из Вилюйского водохранилища в целях обеспечения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений при прохождении весеннего паводка. Также сегодня по решению Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов начались попуски воды для судоходства по реке Вилюй. 7 июня, порядка где-то по 20-21 июня в полном объеме, согласно правил, 2,5 кубических километра мы отдадим воды начальным расходом 1500 кубометров в секунду с последующим увеличением где-то с 13-15 июня до 2200. Не исключено, что мы, навигационные попуски, так скажем, параллельно будем производить и холостые сбросы дополнительно. Ремонтные работы на гидроагрегате номер 4 будут идти все лето. Сегодня персонал машинного цеха производит демонтаж деталей и узлов гидроагрегата. Регулярные системные ремонты гидроагрегатов позволят поддержать надежную работу самой мощной в Якутии электростанции. Кроме 4-го гидроагрегата в этом году предстоит нам капитальный ремонт 8-го агрегата. Осенью мы его выведем в ремонт для того, чтобы выполнить в конце года и начало следующего года замену обмотки статора на гидроагрегате номер 8 ГЭС-2. Обмотка отработала свой ресурс, практически отработав 2 номинальных срока. Ремонтные работы на Каскаде Вилюйских ГЭС проводятся без перерывов в надежной подаче электроэнергии потребителям Западной Якутии, так как планируется с учетом резерва мощности, необходимого для обеспечения бесперебойного электроснабжения. Анна Васильева, Мирный. В Якутске провели стратегическую сессию на основе деловой игры для работников финансовых структур республики. Сессию посвятили празднованию столетия образования контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации и контрольно-ревизионного управления Наркомфина Якутской ССР. Профессия контролера-ревизора, она не так широко известна, так? Но тем не менее вот эта функция является одной из важнейших в системе, финансовой системы любого государства. И, конечно, для нас очень важно, что 100 лет деятельности нашей ревизионной службы в Республике Саха-Якутия мы сейчас отмечаем различными мероприятиями. В том числе и вот это мероприятие, стратегические сессии в форме деловой игры. В деловой игре приняли участие сотрудники Управления Федерального казначейства, Счетной палаты, Министерства финансов Республики и органов внутреннего муниципального контроля. По итогам стратегической сессии рассмотрены новые предложения по совершенствованию методов и инструментов финансового контроля. Все они в своей деятельности руководствуются федеральными стандартами, но, к большому сожалению, не все по-разному бывают, воспринимают эти стандарты. И поэтому сегодня команды были сформированы таким образом отбора, чтобы в каждой команде были представители того или иного уровня. Поэтому мы считаем, что в принципе нет предела усовершенствования. И когда они поделятся своими опытом, знаниями и могут выработать те предложения, которые могут быть заложены в основу для изменения действующих нормативных актов, которые позволят повысить качество и надежность контрольных мероприятий. 22 студента Мирнинского политеха и регионального технического колледжа совмещают учебу с работой в Алроса. В этом году в алмазной компании начала действовать программа «Учись и работай». Проект инициировали в корпоративном университете в прошлом году. В январе 23-го в компанию трудоустроили первых участников программы. О том, как студенты совмещают учебу с работой в Алроса, узнавала Анна Винокурова. Возможность учиться и работать на предприятиях Алроса появилась у студентов Мирнинского политехнического института и регионального технического колледжа. В 2023 году алмазная компания запустила программу «Учись и работай». Сегодня порядка 30 студентов учебных заведений Мирнинского района совмещают учебу с работой на предприятиях Алроса. Проект «Учись и работай» в 2022 году инициировал корпоративный университет Алроса. Идею поддержали МРТК и Мирнинский филиал СФУ. Один из первых участников программы – Василий Винокуров. Студент 5-го курса Мирнинского политеха второй месяц совмещает учебу с работой слесаря Мирнинско-Нюрбинского ГОК. Честно, сложно, потому что
ты одновременно должен делать курсовые и одновременно работать. Ты еще работаешь 2 по 2. И вот когда переходишь с ночной смены в дневную, там, по сути, остается только один день, и сделать что-то очень сложно. Благо у нас понимающие преподаватели. Попасть в программу непросто. Нужно пройти 2 отборочных этапа. Сначала деканат учебного заведения отбирает лучших, после будущие сотрудники проходят собеседование в Алроса. Участники «Учись и работай» переходят на индивидуальную форму обучения и становятся частью многотысячного коллектива алмазной компании. Они официально трудоустраиваются в компании, уже являются нашими молодыми специалистами и по окончании обучения продолжат трудоустройство на тех предприятиях, на которые были приняты на работу. Андрей Задорожний в 2022 году проходил производственную практику электрослесарем в Мирнинско-Нюрбинском комбинате. Молодого человека заметили и предложили трудоустройство по программе «Учись и работай». Ему работа помогает закрепить теорию. Меня ставят всегда в паре с опытным электриком, так как у меня еще нету определенного опыта и знаний. Мы выезжаем на разные объекты, где я помогаю выполнять какие-то незначительные работы, помогать своему электрику, с которым меня в паре поставили. Сегодня в программе 22 студента регионального технического колледжа. После получения диплома большинство планируют работать в Алроса. Опыт показывает, что это нормальный шаг. Они справляются с этой программой, и в дальнейшем оно будет увеличиваться. Сегодня по программе «Учись и работай» студенты МПТИ и МРТК работают слесарями, электромонтерами и электрослесарями в Мирнинско-Нюрбинском, Айхальском и Удачнинском горно-обогатительном комбинатах. В следующем году в Алроса планируется расширить проект и принимать в программу еще больше студентов. Анна Винокурова, Илья Шикуля, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край». Воспитатели детских садов обсуждают новую единую образовательную программу на республиканском форуме. Участвует 850 педагогов в очном и заочном форматах. В том числе мнениями делятся воспитатели из Бурятии и Красноярского края. Согласно федеральному стандарту, с 1 сентября все детские сады будут работать по единой программе. Также они могут использовать собственные образовательные программы и методы воспитания. Именно эти вопросы педагоги обсуждают на 5 площадках. Федеральному закону 273 каждый детский сад может сформировать свою образовательную программу при наличии базовой части 60 – это федеральная образовательная программа, и 40, не менее 40% – это вариативная часть, которая выстраивается по выбору всех субъектов образовательного процесса, включая детей, родителей и педагогов. Идем далее. Более 30 человек умерли в результате отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях. По предварительным данным, причиной стали напитки «Мистер Сидор», произведенные в Самаре. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять эту продукцию из продажи. Самарский предприниматель Анар Афат Аглы Гусейнов, обвиняемый в производстве суррогатного сидра, арестован на 2 месяца по решению Ленинского районного суда Ульяновска. Гусейнов был задержан в понедельник по делу об отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидор». В Якутии на данный момент случаев отравления не зарегистрировано, а в обороте продукция не установлена. На сегодняшний день нами проверено 415 точек торговли, именно которые занимаются оборотом алкогольной продукции, разливные напитки, места общественного питания, ночные клубы. Также мы привлекли и написали информацию всем главам муниципальных образований. Если вдруг кто-нибудь в торговле заметит реализацию данной продукции, это «Мистер Сидор», мы просим обращаться на горячую линию Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия 8 800 550 21 24. 40 автомобилей конфисковано у осужденных в Якутии за повторное вождение в пьяном виде. Например, в Мегино-Кангаласском районе осужден местный житель, который, имея судимость за управление транспортом в состоянии опьянения, не сделав для себя должных выводов, вновь сел за руль, будучи пьяным. У осужденного в доход государства конфискован автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, которым он управлял в момент совершения преступления. В настоящее время во исполнение вступивших в законную силу приговоров 12 автомобилей переданы в территориальное управление Росимущества по республике для реализации.
В июле 2022 года в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения, в соответствии с которыми на основании вынесенного судом обвинительного приговора принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства подлежит транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступлений, предусмотренных статьями 264.1, 264.2 или 264.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время во исполнение вступивших в законную силу приговоров 11 автомобилей передано в территориальное управление Росимущества в Республике Саха-Якутия для реализации. Работа в рассматриваемой сфере продолжается. К другим темам в рамках архивной недели, посвященной Международному дню архива, в Якутске провели бесплатный мастер-класс по составлению родословной. Желающие узнали, с чего необходимо начать при работе над созданием генеалогического древа, где и как искать материалы в архивах. Подробности в материале Галины Чекуровой. Составить свою родословную – очень долгая и кропотливая поисковая работа. На нее могут уйти месяцы и годы. Специалисты Национального архива рекомендуют начать работу с изучения семейного архива. Поиск сохранившихся документов своих родных, фотографий и сознакомления имеющейся информации у других родственников. У нас документы по родословных есть разные источники, метрические книги, материалы переписи, ревизские сказки. Часть документов у нас есть в бумажном виде, можно смотреть в нашем читальном зале. Вот расскажу, как работать в читальном зале. Часть документов у нас есть в электронном виде. В программой можно работать удаленно, бесплатно. Ну, вот как это работать, что у нас есть, мы расскажем нашим посетителям, ну и ответим на вопросы. На мастер-классе по составлению родословной присутствовало около 10 человек. Кто-то лишь загорелся идеей создания генеалогического древа, а кто-то уже не первый месяц ведет эту работу. Одной из них стала Рига Тимофеева, которая занимается своей родословной уже год. Благодаря данным, которые находятся в Национальном архиве республики, она уже изучила своих предков до 1700-х годов. Рига Гаврилевна убеждена, что знать своих предков – обязанность каждого человека. Конечно, стоит, потому что мы знаем бабушек. Раньше умирали рано. У меня папа был сиротой, от родителей тоже не получил сильно таких знаний, да? Но своих родственников он знал. У меня вот какая-то бабушка была Нонна написана. И это было как-то интересно. Кроме имени Нонна у нее нету. Откуда она вышла за наших этих местных же, да, как говорится. Мне кажется, что она грузинка была. Каждый желающий может начать работу по поиску своих предков. Для этого им необходимо прийти и изучить данные в Национальном архиве или в онлайн-режиме на сайте ICE-LR. Составление генеалогического древа – отличная возможность узнать, откуда берет начало ваш род. Галина Чекурова, Семен Афанасьев, Якутск. Подарки от земляков, находящихся в зоне спецоперации, вручили воспитанникам Ленского реабилитационного центра для несовершеннолетних. Такую обратную связь получили дети от воинов, оберегающих их покой и сон. А началось все с того, что 9 мая в честь торжественного празднования Дня Победы на площади сотрудниками реабилитационного центра была организована продажа рукодельных изделий, созданных воспитанниками учреждения. А все вырученные деньги были направлены землякам, находящимся в зоне спецоперации. На эти средства они приобрели запчасти для транспорта. В ответ на такой подарок ленские бойцы решили отблагодарить детей. Здравствуйте! Мы парни из подразделения ВДВ. Хотим выразить большую благодарность Ленскому реабилитационному центру для несовершеннолетних и НКО «Потенциал» за оказанную материальную помощь в переводе денежных средств на ремонт автомобиля для нужд СВО. Спасибо вам большое! Победа будет за нами! Ура! Ура! Ленчане, проходящие службу в зоне СВО, сделали неоценимый подарок для детей Ленского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Они свои деньги собрали и отправили своим вторым половинкам, женам. Жены приобрели для детей обувь и принесли и подарили нам. И о спорте. В Центре спортподготовки «Триумф» проводят соревнования по вольной борьбе в рамках спартакиады школьников «Спортивные якутяне». Накануне определились финалисты в 7 весовых категориях среди юношей и 2 среди девушек. На коврах определяют сильнейших более 280 юных борцов из 28 команд республики. Соревнования включают 17 весовых категорий.
этим соревнованиям я готовилась месяц и выиграла 2 схватки. И сейчас буду бороться в финале за первое место. Вчера первый день, которые боролись. Сегодня у них финал. За третье и за первое будет бороться. А завтра, вот сегодняшние борцы, завтра будут бороться тоже у Чешиловки. И за третье и за первое будет бороться. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.